Ну, О вот чем как мечтает бы, Настя Груздева? моя мечта, чтобы мне везде было можно. Ты правильно использовала тот ресурс? Бренд этих снежных ресничек, то есть я и не продала. Твое ощущение, как было тогда? Увидеть это одно, а вот передать это сложнее. В день тогда подписывалось 1000 по 10 человек. Легко и отпускать это в мир. Да, поселки там, они вообще очень гордятся этой всей историей. Сколько будет жить твой блог? Ты должен постоянно что-то делать. А автовокзал мой второй родной дом просто, везущий меня. Анастасия Груздева в 2018 году вошла в тройку самых популярных блогеров Якутии после того, как разместила фото своих заснеженных ресниц. Фотография облетела все мировые СМИ и вызвала огромный интерес к нашему краю. Реснички, покрытые снегом, мгновенно стали символом Якутии. Девушка родилась в поселке Солнечный Усть-Майского района. Окончила Якутский институт экономики, но работает не по специальности, так как ее больше привлекает творчество. Сейчас Настя в своем блоге рассказывает об интересных местах Якутска и близлежащих наследках. Ее можно назвать самым экстремальным блогером, так как весь контент снимает на телефоне, а до места съемок любит добираться общественным транспортом, если даже за окном минус 50. Настя, здравствуй. Здравствуйте. Как дела? Отлично. Сегодня как у тебя день? Были открытия, поездки, съемки или Поездок выходной не было, день? но несколько, да, было мест и идей, которые я собираю, и потом уже выпускаю в полноценное видео. А так, да, день был насыщенный. Ну вот интересно узнать, сейчас очень много продюсеров блогов, очень много маркетологов, СММщиков. Все говорят по-разному. В неделю 3 раза рилсы, сколько-то нужно сделать, какие-то тайные хэштеги и тому подобное. Вот твое правило продвижения — это интересный контент, либо все-таки какой-то медиаплан есть, или все рождается внезапно? Как происходит? Ну, в основном внезапно, но все равно, то есть ты должен постоянно что-то делать, потому что если ты перестаешь там на неделю, на сколько-то пропадаешь, то, конечно, то есть и ты много выпускаешь, и как-то твоя актуальность уже теряется, поэтому, ну, то есть у меня рилсы выходят каждый день, и мне каждый день есть что показать и рассказать. Даже не все выходит, то есть у меня есть несколько видео с других городов, которые я еще и не сделала, и не выложила, потому что, ну, есть и в городе о чем поснимать. Мне очень нравится контент твой про город, про интересные места. И даже иногда бывает такое, что «О, здорово, как бы я не была там, да, ты уже побывала и уже показала и рассказала, как все там интересно, красиво и так далее». Последний раз ты выезжала за город в один из комплексов, не будем называть, да, и находится он довольно-таки далеко, в другом Улусе, и ты добиралась на автобусе. Это все было реально, поскольку после «Орла и решки» тут задаешься вопросом. Да, ну, то есть моя идея была, как бы для меня и прогулка это была, потому что я люблю гулять, и интересный путь как вариант, потому что у многих реально нет машин, и все задаются вопросом, а как доехать? Ну, вот такой вот путь, потому что, ну, допустим, я в ближайшие какие-то города, которые рядом с Якутском, там, в 2-3 часах, я все объездила. То есть я знаю, какой автобус туда едет, автовокзал мой второй родной дом просто, везущий меня в путешествие. Поэтому, да, это реально, то есть ты садишься, едешь, выходишь, идешь, и все. Здорово. Ты И у тебя есть проживаешь целое вот этот тогда приключение. опыт, Да, то есть путь, и все рассказываешь честно. да. То есть нет такого, что я такая показала, как я сажусь в автобус, потом такая, нет, у меня будет сейчас такси. Нет, я поехала на автобусе на нашем. И, между прочим, не просто она проехала, а зашла еще в заброшенный дом по Там, дороге. да, он небольшой заброшенный, да. Тебе не страшно бывает? Нет, Ты и вот, кстати, на этом, девочка? наверное, многим и интересно смотреть, потому что кто-то боится туда заходить, кто-то боится в какие-то даже общественные места зайти, потому что думает, что туда нельзя. Вот, а мне всегда интересно, а что там? И я такая, да, ну, нельзя, так нельзя. Вот к вам я пришла сейчас с мечети. Я тоже ходила, такая, а можно, нельзя? Потом я такая, нет, я зайду. И, ну, просто спрашиваешь, типа, могу пройти, не могу, и там, ну, в основном пускают. Ну, а в заброшке там просто иди, и все. Ну, главное, осторожность. У меня даже сохранена Настя заснеженные ресницы. Да. У меня сохранена там.
вот внезапно свалившаяся популярность. Да? Бывает такое затуманивание, бывает такое небольшая звездная болезнь, бывает такое, что люди не справляются, хотят спрятаться. Вот твое ощущение, как было тогда с проявлением? Вот январь, 18-й год, ты проснулась. Да, и там, ну, конечно, было приятно, то есть у меня резко начали подписываться, то есть в день тогда подписывалось 1000 по 10 человек, вот, циферка росла, и я такая, ну, просто как бы мне было так прикольно. Но я не, ну, на тот момент, допустим, я это никак не использовала, ну, то есть я не стала никак развивать, там подписчики дошли до определенной цифры, потом они остановились, и это были люди из разных городов, и они просто, им было интересно, ну, что они для себя Якутию открыли, что-то люди живут. Вот, и я начала потихонечку просто в постах рассказывать. Вот, и я просто там выкладывала какие-то городские картинки и писала, что вот это у нас это, мы здесь делаем вот это, грубо говоря. Ты сразу схватилась и сразу начала что-то выкладывать. Тогда был запрос, то есть, да, то есть он в директ писали, там, ого, расскажи вот это, покажи вот то, и местные писали, типа, что еще можно о нас, как бы, людям рассказать. И так, да, то есть был интерес. Вот. Но не сказать, что я там как-то на этом, как сказать, этим воспользовалась и так далее. Я такая, нет, типа, вот оно, вот так и все. Но очень многие медийные люди, вот как раз-таки те люди, которые ведут блог, да, кто пишет и в Дзене, и в других социальных сетях, да, говорят, что вместе с вот именно с хорошим потоком поклонников приходит и хейт. Тут, видите, можно на них типа заострять внимание, и тогда ты будешь видеть только это. Я как бы на этом не заостряю внимание, даже если кто-то там что-то написал. То же самое под моими видео, как я якутские слова перевожу на русский, то есть многие где-то поправляют или так далее, но я сама пишу поправлять. Вот. И я к этому отношусь нормально. Ну, то есть человек написал, ну, хорошо. То есть ничего такого. Ага. Хорошо, Настя. Мы еще вернемся к этой теме, да. Хотелось бы поговорить, кто ты есть, откуда родом, где училась, поскольку о тебе никто не знает. Просто девушка, которая... Да, многие думают, что я вообще приезжая, что я даже я здесь не живу. Поскольку история Эркина Питерского тоже отзывается. Он же приехал из Санкт-Петербурга, блогер, и вот тоже думает, что девочка приехала и начинает рассказывать о Якутии. Почему-то думает, что живущим здесь якутцы особо не интересен. Ну, потому что, да, то есть мало таких блогов, которые именно, ну, не только природу показывают, а именно вот сам город, там ходят по нему, что-то делают. Таких, конечно, да, мало. И, ну, то есть я вообще с поселка рядом, это Усть-Мая, это Усть-Майский район, Замгой, из поселка Солнечный. Потом мы жили в Усть-Мае, ну и, как обычно, заканчиваешь школу, дальше едешь учиться. Куда-то дальше в большие города, мне мама предлагала там Петербург, я что-то как-то побоялась, осталась в Якутске, потому что здесь была сестра. И все, я здесь выучилась, а потом уже стала работать в свадебном салоне. И куда поступила? Это был Якутский институт экономики, его сейчас нет, и у меня еще там где-то в архивах мой аттестат школьный, мы его не забрали с подругой, вот, и я только недавно узнала, что его нету больше нашего универа. Ну, это был филиал петербургский здесь, получается. Но ты окончила? Да, все, с дипломом, но я не работала по своей специальности. У нас была практика в налоговой, после этого я сказала, что я не хочу. Вот а вот по истечению времени у тебя появляются мысли, допустим, там маркетинг свой, или рекламу, какие-то вот такие креативные профессии? Ну, как бы вроде бы появляется, но в то же время я понимаю, что пока я буду учиться, то есть в чем сложность, допустим, для меня сейчас получить какое-то дополнительное образование, потому что я могу его начать получать, и в процессе либо потеряется, ну, то есть так как темп жизни очень быстрый, и все быстро меняется, и в процессе того, что я уже на это трачу время, актуальность этого направления теряется, и то есть получается, что я уже могу не доучиваться, ну, нужно теперь что-то научиться на другое. И, ну, то есть, ну, как бы для меня сложно вот сейчас пойти и конкретно на кого-то учиться. Потому что у меня есть страх, что я начну погружаться, и в процессе потеряется актуальность, и я такая, черт. Вот, поэтому я и не начинаю. Вернемся к твоему блогу. Ты очень много вот, показываешь интересные места у нас в Якутии, в Якутске. Находишь совершенно такие интересные дворы, дома, здания, музеи, магазины. Да? Все же люди. Да? Все же люди не всегда просыпаются в ресурсном состоянии. Как ты, вот, допустим, у тебя, возможно, ну, ты же и работаешь и с рекламодателями, возможно, да, вот у тебя стоит сегодня пойти на съемки.
Как ты настраиваешься, либо ты все-таки, потому что у тебя же творческий процесс идет, ты Ну да, снимаешь ты же целое кино. думаешь, продумываешь, да. Ну вот даже здесь, например, сегодня у меня не было основных задач, кроме прийти к вам. Я такая, не, никуда сегодня не пойду, ничего делать не надо, но в итоге я себя вытащила из дома, и в процессе я начала с того, что я хочу снять обзор на теплые остановки. Я начала снимать их, потом я такая отвлеклась, и такая, сколько стоит одеться в Якутске? Пойду сниму про это. Потом я пошла узнавать, сколько стоят унты. За унтами я пошла уже в шубы, шапки. И потом, и вот так, получается, я просто вышла из дома и в процессе что-то себе придумала, а в итоге я завернула в мечеть, такая, все время к вам бежать. Вот, это если у меня нет плана, а если, конечно, то есть какие-то обзоры, допустим, рекламные, то там, то есть они вот так на день расписаны и все. Но для меня идеальный день — это вообще сесть на автовокзале в автобус и куда-нибудь уехать, и там просто гулять. А где находишь информацию? Ты дальше потом, допустим, если находишь какой-то, пусть даже заброшенный дом, ты начинаешь изучать вот историческую составляющую? Да, либо Кто я у здесь жил? подписчиков кто жил, нет, кто-то не, как бы не копаюсь снова. Даже если... у меня была история, я в Бестяхе ходила, тоже там гуляла по Нижнему, и там расселенный дом был деревянный. Я в него зашла, обошла все вот эти квартирки, посмотрела, и в одной квартире она была полностью оставлена. То есть там была мебель, прям все. То есть вот человек встал утром, позавтракал и ушел. И я сделала об этом видео, оно очень хорошо как бы в Инстаграме разлетелось, и еще в ТикТоке тоже. И мне написала подписчица, то есть она знала, кто там живет, и она мне написала историю вот этой квартиры. А так обычно я нет. Только через подписчиков они мне такие, вот тут это было, а тут то, я такая, классно. Был ли, наоборот, запрос от подписчиков «сними это, расскажи об этом»? Да, есть многие подписчики, которые раньше жили в Якутии, и, допустим, сейчас они там уже 10 лет здесь не живут, или кто-то только в детстве здесь был. У меня есть подписчица, она с детского дома Берегиня, по-моему, что ли, вот, и она сейчас в Испании живет. И она меня тоже просила снять ей вот этот детский дом, но я еще не дошла до него. А так, да, кто-то пишет, сними мне вот эту улицу, там, я там жил, и вот что-то такое бывает. По запросам получается. Да, кто-то просто, то есть пишет, ой, как классно, там, я недавно показывала, по-моему, столичку, и они такие, я как будто сама там побывала. То есть это чувство ностальгии, оно все равно передается через видео. А как сохранять вот это постоянное любопытство, знать больше и делать свою жизнь интересной? Вот давайте совет нашим телезрителям, как делать свою жизнь интересной. Должен же быть запрос. Кому-то это просто не надо. То есть кто-то, вот, допустим, доволен тем, что у него нет каких-то задач, ему ничего не надо, он просто вот лежит и все. То есть, я так не могу. Но ты же не воспринимаешь это как работу? Нет, то есть чаще всего нет. Даже до последнего это когда-то не работает, я так гуляю просто. Вот. Поэтому, то есть для меня вот куда-то поехать — это все равно отдых, что-то увидеть новое, интересное. И поэтому я гуляю чаще всего одна. И когда я повторно с кем-то прихожу, то есть кого-то, допустим, я повела там что-то показать, мне самой повторно уже не интересно. То есть для меня интересно именно вот один раз я прошлась, все запомнила, посмотрела, и вот так дальше новые места, получается, открываются. То есть нет такого, что я в одно и то же место буду приходить снова и снова. Было такое, что ты снимаешь, да, находишься в процессе вот именно открытий, эмоций, а потом нужно это все монтировать? Да, иногда такое, куда бы сейчас это все отправить, чтобы это склеили. И так и поэтому, то есть чаще всего, то есть я в сторис где-то показываю или делаю рилс, то есть, это не все, что я увидела, это какая-то вот там часть, на которой мне хватило сил просто ее показать уже и не делать из этого там какой-то прям супер большой контент. Потому что чаще всего, чем больше всего то человек с экрана, он меньше это воспринимает. Это для тебя эмоция, ты это все увидел. А показать это сложнее гораздо. То есть увидеть — это одно, а вот передать это сложнее. Поэтому некоторые вещи у меня так и остаются. Но ты продолжаешь работать в одном из свадебных салонов продавцом. Да? Больше как, наверное, сейчас администратор, и у меня меньше оффлайновых там дней. То есть я там меньше нахожусь, у меня, и я веду их страничку. Вот как раз хотела спросить, не загружает тебя там работа СММ? Да, есть такое. Но я сама на нее взяла на себя, то есть мы пытались тоже нанять СММщика, она такая, да давайте я. То есть
так и остались. Тогда, получается, ты практически эту функцию выполняешь, смежную, да, и параллельно ведешь и свой параллельно блог. своя. Каждый день ты планируешь, да, примерно. Что-то приходит, допустим, от запросов подписчиков, Да. а иногда ты планируешь. Ну, Вот иногда надо бы вот туда съездить. Да, или вот как, допустим, я придумала там себе обзоры. То есть раньше я так не придумала, прошлой зимой у меня не было такого, а в этом году уже как бы... То есть каждый раз твой контент, он как-то усложняется. То есть уже, допустим, как я делала в прошлом году, я так не делаю, сейчас он более сложный. И, наверное, ну, то есть мне и самой интересно его так делать. Потому что вот даже этот обзор столовых, это нужно пойти, их все снять, потом это все склеить, запомнить. Вот. И так дальше я такая, мне понравилось. Пошел обзор бассейнов, он тоже нормально зашел. Вот. И я придумала себе новые теперь вот 2 обзора и хожу их доделываю. Сколько будет жить твой блог, как ты думаешь? Пока будет жива эта соцсеть у нас, вот, ну, то есть мой блог будет жить. Возможно, у него будут меняться форматы, то есть он и сейчас уже поменялся, да, если сравнивать с предыдущим. Вот, но, то есть какие-то, может, будут паузы, когда я такая, ну, все, мне ничего не хочется, но потом все равно, то есть у меня есть потребность чем-то поделиться, и она будет жить, ну, то есть... А ты не дублируешь ВК, там, Яндекс.Дзен? Да, ВК есть, Яндекс.Дзен я пока нет, потому что он как будто бы будет занимать больше времени, так как там все текстовое, то есть тебе нужно сесть и написать этот текст, то есть не просто картиночки там, по-моему, так не котируется. Рутуб? Уже одна не увезу, конечно, это все. Телеграм у меня есть маленький, тоже бложик еще живет. Вот, а так на YouTube это уже другой формат, ну, то есть, скорее всего, одной сложно будет. А как ты видишь вот это вот развитие тогда своего проекта? У меня же все стихийно, то есть специально ничего не делаю, там, я что захотела сегодня, то есть сделала, вот, и, возможно, развитие, если, ну, допустим, какие-то предложения у меня будут, и, то есть мы будем сотрудничать, и за счет вот этих сотрудничеств и получается и дополнительный какой-то контент, и дополнительное развитие, то есть кто-то, может, придет, допустим, с Ютуба, да, и скажет, давай вместе что-нибудь снимем, ты будешь там как герой, допустим, я скажу, хорошо. То есть я соглашаюсь на всякие такие штуки, потому что мне интересно, вот. Но начинать что-то сама я чаще всего сама не начинаю. То есть это за счет предложений. Хочется поговорить о твоей внутренней составляющей, твоей мысли, о чем ты часто думаешь, что тебя огорчает, что тебя радует. Да, в последнее время ничего не огорчает, наверное. Ну, кроме таких мелочей, как, ой, надо опять тепло одеться, потом раздеться. И вот, ну, наверное, это единственная мысль, которая меня огорчает зимой. А так вообще все хорошо. То есть о чем я думаю, о каких-то путешествиях, которые можно, ну, которые уже были, допустим, в этом году, да, и какие бы еще я хотела их, допустим, сделать, потому что вот сентябрь, октябрь, ноябрь я выбирала себе неделю и уезжала в другие города. Вот, и все же думают, что Якутск это дорого и недоступно, но если хотеть, то все получится нормально. Об этом тоже рассказываешь? Да, у меня, кстати, я давно не выезжала, потом у меня была поездка в Камчатку, и потом я опять чуть никуда не выезжала. Одно из дорогих направлений, кстати. Ну вот так кажется, если просто билеты купить и там как бы уже погулять без туров, то все доступно, ну то есть более-менее. Билет туда-обратно 26 тысяч с Якутска. Поэтому, ну, через другие города, он не прямой, конечно. Вот, а в июле, я целый июль отсюда уехала, и я уехала, да, на самолете, а потом поездом я вот так между городами перемещалась. И это тоже доступно, ну, то есть там с города в город там 1500 у тебя доехать стоит. Живешь в хостелах, вообще все. То есть за июль я посмотрела 8 городов. И еще я заезжала в Монголию. И оттуда и родились обзоры, потому что я в процессе делала видео о городах, озвучивала их. Это называлось у меня «Полторашка». Вот, и там видео о Улан-Удэ, Иркутске, Монголии, Красноярск, Новосибирск, Москва, Петербург. Что-то, может, это было. Ну да, все вроде. Не звали на какие-то форумы, как спикера, эксперта, представителя из Крайнего Севера? Нет, кстати, не было такого. То есть таких каких-то поездок специально нет. Ты бы хотела? Ну, если предложили, я посмотрела, да, то есть сколько это моего времени займет, про что это будет и так далее. А ты ставишь перед собой какие-то цели? Нет. Следят ли за твоим блогом твои родители, родные? Ну, сестра подписана, конечно, да. То есть все равно кто-то где-то в поселке, там они вообще очень гордятся
этой всей истории. Мама, она не следит, но я ей фоточки присылаю. Так у нас летом и было: Настя, ты где? Я в Красноярске, а завтра буду в Новосибирске. Вся в маму, получается. Ну да, но она, ну как бы они тоже, получается, то есть мы сами не с Якутии, у нас нет здесь как бы корней и так далее. То есть они более с дальних, им просто сказали, что здесь есть работа, они приехали и уже здесь и обосновались. Обосновались. Мгм. Мгм. А, как твои друзья? Почему они тебя не поддерживают в твоих поездках, твоих путешествиях, Не знаю, открытиях? может, неинтересно, там кто-то не любит много ходить. А если ты со мной куда-то пошел, то нужно много идти, потом они устанут. Вот, и, ну, мы выезжаем вместе, но только если это будет на машине, это будет удобно и комфортно. Только тогда, да. Плюс все заняты сейчас, то есть очень сложно там как выдернуть их с работы, да, или мы просто не совпадаем какими-то свободными днями. Поэтому, ну, никто друг на друга не обижается уже давно. Вот, просто мы потом ищем свободный день, когда все куда-то едем все вместе. А Настя всегда выбирает сложный путь. Ну, как так получается, они-то не специально. Вот. Но они не сложные, это для кому-то ты рассказываешь, ну, для меня это обычный путь, а кто-то такой, а чуть проще нельзя было. Минус 50, ну, это ж гуляла, и ну, как бы просто идешь, главное не останавливаться. А если уже останавливаешься, да, холодно. Но ты так легко одета еще в комбинезоне. Ну, в нем все равно. Вот я до вас пока шла с мечети, мне жарко стало. Но утром я вышла в ботинках, я замерзла, пошла переоделась в унты. Потому что в ботинках холодно все-таки. Кроме унтов ничего такого нет. За какими блогерами ты следишь? Кто тебе нравится? Перенимаешь ли какие-то идеи, инсайты от себя? Ну, прям чтобы следила, такого нет. То есть в основном я смотрю, как, допустим, кто-то рассказывает про какие-то свои города. Также у нас очень хорошо заходят мемчики. Я тоже где-то подсматриваю идеи из других городов, над чем они подшучивают. И то есть как-то интегрирую это и в Якутск. Вот. И вот ну, в основном вот это и черпаю. То есть кто-то как рассказывает о своих городах, я смотрю, что ну, можно так же делать и о нашем. Самая твоя интересная поездка, которая прям отложится вот в сердце, и с большим теплом ты будешь вспоминать? Да, мне кажется, это каждая моя поездка. То есть, если бы мне сказали повторить то же самое, я бы такая, да, конечно. Так, наверное, поездка на Сахалин. На Сахалин и дальше на остров Итуруп, на Курильские острова. Прям, ну, рекомендую. И это тоже не так, все думают, что там 1300 это займет. Нет. То есть это займет гораздо меньше денег. Но красота будет невероятная. И еще это очень интересно смотреть, как устроены туристические места, допустим, в таких вот, как Сахалин, как Камчатка, да, как они это организовывают, чтобы ну, где-то смотреть, как можно это, допустим, организовать у нас. Не сказать, что я бы хотела сама этим заниматься, но с точки зрения, как развивается это там, хотелось бы, чтобы здесь развивалось так же, потому что ну, у нас тоже есть что показать и куда приехать. В 2024 году, ну вообще вот в маркетинге говорят, что будет год проявления, да, поскольку он начинался в 2023 году, и будет активно проявление, поскольку конкуренция идет большая, и у кого будет интересный контент, тот и будет забирать вот эту всю аудиторию. Ты отслеживаешь за трендами, что будет популярно, что будет интересно? Ну, в основном нет. То есть я это делаю, чтобы было интересно, наверное, прежде всего мне. Ты чувствуешь свою аудиторию? Ну, не всегда, кстати, не всегда. То есть, потому что в основном я, то есть, как, ну вот то, что мне интересно, как бы я хотела это увидеть, я и делаю. То есть, хотя с точки зрения того, как подавать контент, конечно, ты должен думать о том, как подписчик это видит. Но подписчик, он разный, люди все разные, все потребляют разный контент, и поэтому у тебя не получится сделать сразу 10 вариантов одного видео. То есть тебе всегда нужно, вот у тебя есть какая-то одна тема, и ты можешь ее подать там 5 разными способами, затронув там 5 разных категорий людей от разного возраста, да, и разных интересов. Но тебе нужно выбрать всего один какой-то вариант, то есть у тебя не будет возможности растиражировать одно и то же в 5 раз. Вот, и я всегда выбираю тот вариант, который, во-первых, удобен мне, во-вторых, он не займет у меня много там усилий, я не буду там что-то резать, ярко делать, вот, и я подам это там, так, как я, допустим, ну, вот, мне это удобно. И тогда найдется подписчик, который, ну, примерно со мной одинаков, то есть он это же смотрит, ему это же нравится. Вот, а если ты будешь стараться
делать что-то специально там как-то затронуть именно определенную категорию, то, скорее всего, ты выгоришь быстро, потому что тебе самому это будет не так интересно. И, а еще, если ты отклик на это не получишь, ты потратил много времени, хотел что-то сделать, а отклик не получился, конечно, ты в следующий раз уже не будешь так делать. Значит, получается, твое правило делать это с любовью, Да, с интересом, легко и отпускать это в мир. Да, то есть чем более... иногда такие бывали видео, на которыми ты сидел, там что-то долго думал, там интересный сценарий продумал, что добавлял, а в итоге у тебя зайдет ролик, который ты за 3 секунды собрал, ты такой, так и вот так. Вот, и потом ты постепенно от сложности уже отключаешься, потому что много времени, и все такие, да, и не надо нам было. О чем мечтает Настя Груздева? Моя мечта, чтобы мне везде было можно. Все, если мне это будет, так и дальше все нормально. А так, чтобы планировать, нет. То есть я вообще не человек плана. И, то есть даже этот год я его не планировала. Он получился так, как он мне... то есть он мне нравится этот год. И я его не планировала. То есть зачем мне что-то планировать, если я такая, вот так получается. То есть, наоборот, для меня как будто бы планирование потом, как сказать... То есть оно накладывает на тебя ответственность, что ты то, что напланировал, должен и выполнить. Вот. А это какой-то лишний груз, такой не люблю. Поэтому по настроению легко. Да, то есть и все, не захотела. Ты всегда говоришь возможностям «да», либо все-таки иногда думаешь, да, здесь бы отказаться? Иногда думаю, здесь бы отказаться, а потом такая, а вот откажусь, потом пожалею, мне бы все равно понравилось. И я все-таки заставляю себе куда-то, где-то идти. Потому что, лучше я схожу, сделаю что-то, не понравится, скажу, ничего страшного, зато попробовала. Поэтому, да, лучше всегда там согласиться, лучше сделать, поехать. а потом пожалеть. Я все равно не жалею. То есть просто типа, что чуть-чуть ноешь, но все равно, то есть были какие-то новые, может, где-то знакомства и так далее. А когда делаешь контент, бывает такое, что тебе, музыка не нравится, здесь прошлась не так, ой, голос не так сел? Нет, у меня уже давно этого нет. Сперва, поначалу? Да, поначалу было, то есть ты как-то подбирал там какой-то ракурс и так далее, а потом ты понимаешь, что у тебя послезавтра выйдет другой контент, там уже будет все другое, и на эту картинку там никто уже и все забудут, грубо говоря. Поэтому стало более проще к этому относиться и к подаче музыки и так далее. То есть как бы нет такого, чтобы я там очень долго над чем-то думала. Теперь вот к той теме, к которой мы начинали, хотелось вернуться. Ты правильно использовала тот ресурс, который выпал тебе? Сейчас я смотрю на Настю, она его вообще ничего никак не использовала. Она такая, как данность такая пришло, и все. То есть, действительно, я тогда как-то ни во что не запаковала, как сейчас это модно, да, говорить. И, то есть, никак вот этот бренд этих снежных ресничек, то есть, я и не продала, да, его все бесплатно везде форсили и так далее. Просто подписчики мне писали, типа, что, все думали, что все мне за это платят, из-за размещения где-то, и нет. Я такой, да нет. То есть я тогда никак это не использовала. Вот это, может, сейчас я получаю какие-то плюсы от того, что где-то меня узнают до сих пор как снежные реснички, вот, и все мне приятно, но не более того. Вот, но я потом постепенно, то есть я такая, я уже не снежные реснички. Можно на какой-нибудь другой контент переключиться. И вот сейчас от контента не просят просто красивую картинку, а то есть должно быть еще то, что человек узнает через тебя. Вот. И как будто бы это стало только в этом году запрос у людей на узнавание каких-то мест. То есть ты не просто показал, а ты еще и рассказал, что там было, и, то есть как можно использовать это место, допустим, сейчас и так далее. Вот. И мне самой так нравится контент подавать. То есть здесь, как сказать, так совпало, что я могу это делать, и люди это и требуют, там, рассказать про одно или другое место. Спасибо, Настя, за интервью, Спасибо за твою историю. Желаем тебе новых открытий, много путешествий. Спасибо. Да, и действительно раскрывай, рассказывай про наш Якутск еще больше. И было бы интересно видеть в твоем блоге и интересных людей. Кстати, да, это, наверное, вот как раз тот следующий этап, это рассказывать не про место, а про личность, которая там находится. Поэтому, да, у нас тем более есть люди, о которых можно рассказать. Спасибо большое вам.